але ну, ще на колесах. Ну ты подумай, да, это было бы. А тогда увечері мне надумаешь, бо я зараз отключаться, мне может нет. Ну давай. Да, потому что если ты еще потребуешь, что ты разговариваешь. Ну давай, подожди, что завтра убавишь. Ну давай, ну пока. Я был сегодня один раз, я просто не физично. Може ще кого посадимо, бо будемо посадити так само. Самотно, так? Так, панове, ми фактично зараз почнемо, може бути ближче, давайте, веселее буде, утульніше. Так, значит, мы решили, начинаем. Олеж, будешь, может, подойдем? Так далеко. Ты, может, не почуешь, что так далеко сидишь. Вот, все, зову Курцу. Я массовку составить. Я буду ходить к жаре белой. Василий, садись, будет для массовки. Нет, сессия всегда успеет. В Беларуси надо говорить присаживаться. Перепутал. Вот в прокуратуре правильно сказали, присаживайтесь, господа. Опытные люди. Ну, никто не захотел за нас там. Значит, нам двоих отдуваться. Добрий день, панове. Вельми ради вас усіх бачити, хто прийшов. Значить, може бути, ще раз об'явити, що сьогодні. Сьогодні у нас презентація нашої книжки, нашої з Сергієм книжки. Ось. Я думаю, що я скажу два слова спочатку. Ось, а потім вже пойде так, як пойде у нас. Так, як ми задумали, і плюс момент імпровізації обов'язково повинен бути. Значить, назва книжки «Хроніка політичного терору. Крупський регіон, Малое Полесье, Друзько-Березинський край» і хронологія 1918-2008. Ось, уже сама назва крышечку чіпляє. І що гэта такое? Фактично, гэта плён працы, больш чым 7-гадовай працы по нашему региону. Коли я кажу по нашему, я сам народился в Халапенчик, сам з Крупского района. Ось. І фактично и наш регион это и есть вот Крупский район, сердцевина, а Малое Полесье это такой регион поміж Друцком и Борисовым, поміж Лепелем и Бялынычем из Березина. То есть это фактично впершыню этот термин увел у навуковый оборот Аркадий Смолич в своей географии 1921 года, географии Беларуси. И он это назвал наш регион Борисовским альбо Малым Полесьем. Потом наш белорусский письменник Григорий Нехай в 1968 году так само у книжки про Менщину и про менские цікавостки назвал наш край Малым Полесьем. Ну и мы пропихиваем, коли можно так сказать, пиарим, такое модное слово, значит, эту назву Малое Полесье уже 20 год, как краезнавцы и скауты, и те, кто, и историки, археологи, которые занимаемся историей этого региона. Ну а теперь конкретно уже два слова по самой книжке. Чему она народилась, что было штуршком. Наверное, штуршком все-таки была тая неправда, которая стала появляться после 96 по 97-98 годов у сродках массовой информации, починаючи от республиканских и заканчиваючи районными. Например, в моей районной газете, где я живу, Крупский вестник, ранее назывался Ленинским курсом,
Там пачалі з'яўляцца кожны раз перад датай кастрычніцкага перавароту 7 лістапада артыкулы на першай старонцы, дзе сцвярджалася, што ніякіх рэпрэсій неабаснаваных не было, а тыя, хто былі рэпрэсаваныя, ну все пацярпелі за дзела, не было такіх, которые там выпадковаць, можа быць 1-2, а так просто так не судзілі, просто так не расстрэльвалі. І гэтая думка з кожным годам, і гэтыя думкі нават, они пачалі в этой раённой газете нашей займаться больше и больше месяцев, на увазе в плане просто артикулов великих, но весь первый подвал. Это, конечно, цепляло, плюс районная книга память давала только 350 репрессованных, и на этом быццам бы ничего. В этой книжке собрано больше, чем 2000, насамрэч 253 биограммы докладно вядомых, але еще каля 200 недокладно вядомых. Что это значит? То есть выслали семью Маскевича. Кропка. Кольки их выслали? Одного, как там семья, значит, как минимум 2. А коли уличить, что в 30-х годах не было семью по 2 человека, значит, сколько их можем налишить? Тому 253 мы тут маем, вот диаграмму на наших земляков, а насамрэч их значно больше. Але вернуся назад. Именно это была основная мотивационная, может быть, посыл. И великий штуршок, збирались эти материалы давно, 7 год они просто начали опрацовываться и накапливаться далее. Тут так само вельми великая заслуга книжек, метакнижек, потому что первые книжки, которые начали появляться, я памятаю, значит, ими користался, и тут, до речі, есть так само з їх біограми, это книжки шановного нашего автора Кузнецова, первая и другая, потом Маракова, так само, шкода, що сьогодні не здолів прийти. И фактично они так само дали штуршок. Плюс, когда знаходят там своих земляков. И плюс, конечно, той просто, ну не веду, как он называется, велизарный, фантастичный архив, который зараз мы маем уже в электронном выгляде, дякуючи Сергею и Сябрам. И он называется «Картотека Сталина», которая надрукована в электронном выгляде, есть на свободе. А еще годов 5 назад фактично этим користалися тільки одинки, этим архивом. Тем, кому это цікаво. Электронным архивом, коли правильно сказать, так? Значит, и плюс, конечно, сами ведаете, что интернет с каждым годом все больше и больше набирает мощь, и такие сайты Мемориала и так далее, так само дали шмат, то есть пошуки шли в электронном, я бы сказал так, обсягу вельми серьезные, пошли 2 года. Але до этого, конечно, шмат было знойдено просто-напросто з успоминов. Мы с краезнавцами, скаутами ходили по нашему региону, шукали, и это все, эти прозвища всплывали, их не было, мы глядели, ага, нема ни у книги память, нема ни там, ага, значит новые. И вот таких новых тут у этой книжки знойдено, значит, земляков, амаль больше, чем 1500 новых прозвищ. Вот. Сама книжка, может быть, варто было кому цікаво взять, подать, как вы поглядели, погортали. Там не было бы так усляпую, что я распорядаю. Да. Правда, Сережа, поможи, как вас сказать. Так будет цікавей. Вы гортаете, мы расповедаем. Тогда это хоть отчувается. Не, это не все. Я думаю, лучше вопрос. Так, это я потом скажу лучше. Так. Ось тепер сапраўдная размова. Ось. І книжка фактично складається, 2 слова я скажу, книжка фактично складає з себе як біограми репресованих, починаючи з 18-го года, так, чим вона відрізняється від інших, що вона так само в этой же книжці були варіанти, ви пам'ятаєте судовну книжку Маракова «Ахвяри і карники». Так, але перед гэтым была найцудоўнейшая книжка, першая, за кипучей чекистской работой Александра Лакушука, которая просто показала, что, боже, это целый пласт. Тому, починаючи со сторонки 471, у нас есть такая глава: «Керівники, работники и активисты партийных, советских и карных органов Крупской и Хлопенского районов». И тут фактично так само, ну, конечно, ясно, что прокагости, шмат, значит, прокагости, просто прозвище. Постарались дать и гэтую сторонку, каб сапраўды рэпрэсіі тады выглядаюць, тады рэпрэсіі і кніжка пра рэпрэсіі выглядае больш арганічна. Тым больш, што яшчэ раз вярнуся назад, гэта кніжка рэгіянальная, і гэта, можа быць, першая, не ведаю,
может быть, першая спроба, значит, такая, зрабіць рэгіён не в межах всей Беларуси, а в межах одного региону книжку на эту тематику для всех, кому это цікаво. Конечно, починаючи з наставників історії. Вот. И самое главное, чем я вельми ганаруся, что в этой книжке присутничают, значит, не то, что присутничают, а им просто органично является частью книжки, это эссе Сергея Дубовца, по которому он сам все распорядил. Один, что я хочу сказать, что яны сапраўды, на мою думку, настолько упляліся и не з'являються неким, ведаеце, книжка у книжке. Вот этого тут нема, мне так подается. Коли читаешь уважливую книжку, гортаешь, то просто... И нават мне уже есть отворотная совесть, люди уже телефоновали и писали, что сапраўды без эссе, без гэтых, кажа, артикульчиков, некоторые так это назвали, просто особливо молоді не зразумело многое. Атрымаў один лист, просто человек 29 годов, наместник начальника фирмы, значит, он написал, что он менавіта пасля эссе расплакаўся, закрыўся ў кабінеце, зачыніўся, сядзеў один и плакаў, а потом на сторонке там 387 нашел своего деда. Земляк мой, так само на высокой посаде зараз человек. То есть, кажа, а так бы я, кажа, биограммки твои прогортал бы, вось, и все. Ну тут еще один момент, что тут, окромя этого всего, что я назвал, тут еще, вы зауважите, каля многих прозвищев, додатки, успомины, которые мы про этих людей репрессованных, ці об их, ці про их, ці успомины их детей, сынов, внуков, которые мы собрали со скаутами и кразнавцами нашего товариства Малое Полесье за гэтых фактично с 89-го года. Ось. Тому активная фаза працы над книжкой была 7 год, а фактично збираться она почалася с первого дня працы кразнавчего товариства на Крупщине, значит, это 1989 год. Ну вот это может быть то, что я так первое хотел сказать, хотел бы поставить слово зараз Сергею. Ну, власне, все і сказав, що треба було, тільки не сказав саме головне, зрозуміло, що эта книжка и задумой ее, и мотором, и тем, кто довел все до конца, был Андрей. И ясно, что без его запалу, без его ожидания ничего просто не было. Вось. А я, едучи на эту презентацию, я подумала, кому эта книжка власне адресована и кому она потребна. И мне так выявилось, что вот я репрессованными занимаюсь, ну, годов 20, может быть. И в розный час эта цікавость была розна. Спочатку мы однозначно збирали материал для суду над коммунизмом. Тады суд над коммунизмом был у риторицы политиков, тады это выглядало как агульнаграмадская справа, вельми важная. Але час мінаўся, температура грамадства рабілася все ніжэйшай, і словы суд над камунізмом зніклі, прынамсі, з рыторыкі палітыкаў. Палітыкі перасталі ўжываць гэтую формулу як сваю мэту. Уже про сегодняшний день не кажу, забыли канчаткова. Займались в основном историки и журналисты. Скажем, у меня была цікавность вот это 60 тысяч биограммов отрыманых укинуть у Сетева. И сетевные шукалки знаходили, ну, человек вельми часто заходит в интернет и пишет свое прозвище, как поглядеть, что ж там было. Вот. Ну, коли он напишет свое прозвище, там какие-нибудь Ковалевский, например, коли он напишет по-российски, ему валить столько Ковалевских, там тысячи и десятки тысяч.
ён там не знойдзе нашай інфармацыі. Калі ж ён напіша сваё прозвішча по-беларуску, а я допускаю, што шмат якім беларусам і моладзі ў тым ліку цікава было б паспрабаваць і по-беларуску напісаць. Першае, што атрымае, ён атрымае спасылкі на вот гэтую картатэку Сталіна. Можете праверыць это дакладна. Была это як бы другая цікавасць, запусціць это все мы запустили. Але і гэта ўжо як бы зроблена, і што далей. І вот, думаючы, што мне сёння цікава у гэтых біяграмах, чаму я хацеў бы іх і перачытваць, і зазіраць у іх перыядычна, гэта вялікая колькасць інфармацыі, цікавая інфармацыя, якая паказвае нам абсалютна іншую незнаёмую Беларусь, якая была да камуністычных часоў. Это абсолютно іншыя пласты насельніцтва, нейкія прафесіі, якіх сёння ўжо і дзед стары не ўспомніць, што такія былі. Нейкія дзіўныя працэсы, там праз рэпрэсіі мы бачым не столькі ўжо трагедыю народа, а наши дети, там, унуки наогул будут про трагедию народа казать только вербально, ничего не переживаючи, не адчуваючи в этом. Але зато яны атрымаюць целую Беларусь, такую, якую яны не ведали и не могли ведать, якая была, вот, якая померла в 20-30-е годы минулого стагоддзя. Яны побачаць, скажем, для мяне вельмі цікавы пласт, это дваранства ўсходняй Беларусі, якое лічыла сябе беларусамі. У іх абсалютна пры камунізме не было шансаў выжыць. У палякаў яшчэ сяк так, яны маглі з'ехаць у Польшчу, наша там радзіма там. У гэтых нуль шансаў абсалютна. Дваранін беларус да сценкі і ўсё. Няма размоваў, таму што класава чужы. Трэба было забіць, вынішчыць. Але які россып прозвішчаў. Ясна, што ва ўсіх былі нейкія сядзібы, маёнткі, нават палацы нейкія. Сёе-тое вельмі рэдкае з гэтага засталося. І бачыш, што з гэтых вот шляхціцаў завальняў складаецца ўся ўсходняя Беларусь. Надзвычай цікавая, і столькі дэталяў усплывае і праяўляецца. Ці з тымі ж прафесіямі. Я вот даведаўся, што у 20-30-е гады ў Беларусі асенізацыяй займаліся немцы, якія прыехалі з Паволжья. Пасля іх масава рэпрэсавалі як нямецкіх шпіёнаў. Але, значит, у беларусаў як беручкі не маглі это все рабіць, бо это толькі уводзілася. Водопроводы, это все каналізацыі шырока па краіне. Ці якое-небудзь, вот это, что меня уразило, у Витебску было такое целое, видать, гетто китайское, и была некая великая китайская пральня, напевно, там мыў бялізну ўвесь город, і пасля іх усіх выразалі як японскіх шпіёнаў, але заняткі, чым яны займаліся людзі Беларусі в тыя часы, это надзвычайно просто. Можно взять Менскую площадь Свободы и просто расселить у старых будинках, якія захаваліся. Хто дзе жыў? Картина, ну, неверагодная. Это просто некие мястэчка, якое ледзь з сярэднявечча прыйшло, якія прафесіі. Все это сышло, ніхто цяпер у свеце 5 прафесій, больш няма, тады іх былі сотні прафесій. І вот я гляджу, я зараз з Прагі прыехаў, я гляджу, што там вот эти рысачки, профессии, калі там жыў які-небудзь гарбар, там у кавярні сёння на першым
па версіі абавязкова ў назве будзе гарбарня як фігураваць, нейкая легенда будзе з гэтым звязаная. І так кожны дом, кожнае мястэчка, кожны горад, кожная вуліца. Все это насычана і, калі ласка, маеце Прагу як ці не найпершую сусветную сталіцу турызму. Але галоўнае, маеце чэхаў як маладую, вельмі патрыятычную нацыю, якая з вот гэтых кавалачкаў, з гэтых факцікаў просто насычаецца, і яны тады становяцца беларусамі, бо яны ведаюць пра сваю краіну нешта большее, чым ведае там расеец пра яго краіну ці паляк пра Беларусь, я маю на увазе. Зараз жа з гэтай вымытай свядомасцю людзі, яны паводле сваіх патрыятычных пачуццяў яны сапраўды мала адрозніваюцца ад расейца там ці ад расейцаў пераважна, дзякуючы мас-медыі і так далей. Але вот з гэтых дробных факцікаў, чаму я згадаў Чэхію, мусіць паўстаць у нейкіх таленавітых галовах нацыянальная міталогія. Бо народ ведае гісторыю на ўзроўні міту, масавы народ. Мусіць паўстаць нацыянальная міталогія, захапляльная, цікавая, дзівосная, просто неверагодная. Зараз у нас яе няма. І асабліва яе шукаць, хіба што нейкі пісьменнік, дарэцца нейкую там капаць архівы, а на больш-менш масавым узроўні яна мусіць паўставаць, мусіць стварацца на ўзроўні там брэндмейкерства якога-небудзь, стварэння нейкіх рэгіянальных мітаў, на ўзроўні маса ўсяго можа быць. І вельмі добра, што на трэцім этапе вот этой цікаўнасці, про які я расказваю, гэтым заняліся краязнаўцы, якія глядзяць на гэта праз прызму. Ён бачыць і гэтую фактуру 20-го стагоддзя, але ён бачыць і што там у 16-м было, і ў 17-м, якія цікавосткі, што прыцягвае ўвагу. Таму тут вельмі важны падзагаловак у гэтай кнігі. Гэта кніга рэгіянальная. Яна, чалавек закаханы ў свой рэгіён, ён выцягвае па нітачцы все цікавае пра свой рэгіён. І пасля дзецям пра гэта расказвае, яны ходзяць там разам, это все вывучаюць. Это супер. Вот мой адказ на пытанне, для чаго патрэбная вот гэта канкрэтная кніга. Она патрэбна для стварэння нацыянальнай міталогіі на рэгіянальным узроўні. І вялізны дзякуй Андрэю за тое, што ён гэта зрабіў. Мы гэта зрабілі. Я недзе падключаўся. Пытанне можна ўжо задаваць? Можна. Я скончу. Сергей Иванович, скажите, як это повинен был выглядать суд над коммунизмом? Суд над коммунизмом — это ж не пафос. Элементарно приклад Литвы. Центр геноциду, які выдае людям дапамогу, якія пацярпелі конкретно от репрессий. Люди, там тысячи людей звяртаюцца і кажуць: я пацярпеў ад рэпрэсіяў такі год, дарэчы, там і паслясталінскія все туды ўваходзіць. І сядзіць там такі Валянцін Стэх, вывучае справу. Ага, ты пацярпеў, вот такія ёсць дакументы. Ёсць катэгорыі гэтых пацярпелых, і па кожнай катэгорыі атрымліваецца нейкая сатысфакцыя. Ці гэта будзе рэстытуцыя, ці яму выплацяць грошы, ці, вот такое. І што такое суд? Суд — это пакараць злачынцу, але найперш нейкую сатысфакцыю пацярпеламу стварыць, правильно?
Головная задача это потерпелому вернуть маёмость, там, компенсовать страты моральные, материальные. Для этого робится суд. И вот этот центр геноциду у Литве, это есть приклад суду над коммунизмом. Але это мусить робить держава. Это не зробиш на мітингу. І за мітингу нікому нічого не компенсує. І сенсу этим буде тільки покричати. Вот. Ну так. І я Литву привів приклад, бо добре ведаю ситуацію. Там навіть тут є трошки про це паралельна ситуація. Але так, во всіх, хто вирвався від Російської імперії. Безумовно, треба открыть архивы КГБ, потому что на сегодняшний день такая ситуация отрабатывается, что в нашем белорусском архиве на улице Кропоткина закрытая информация, людей не пускают, чтобы они, дай бог, там, не знаю, что про него. Отработаны документы до 17 года. Свои храни, и еще там мы не убачили, что там карту поляка достать, и еще что-нибудь. А то и самое, когда развернуться на сегодняшний день, я про своего деда доведався, коли у КТБ був Мацкевич, і це було за Шушкевичем, і тому проблеми не було. Мене пустили, і все, що мені треба було, я побачив про свого деда. А на сьогоднішній день мене вже, видать, і не пустили і близько навіть, і лист би я туди написав, і навіть відказати не було, як лічиться. Це ж треба відкривати ці архіви. Ми на сьогоднішній день абсолютно впевнені, що хто нам, як чоловік докаже, що у його ніхто з його там діди, прадіди були репресовані, а він ніяк не докаже, у його документів не буде. Значить, я можу відказати? Значить, у вашому питанні і відказі є ще два питання закладені. Відкази ви почали взяти. Перше, значить, архіви справді зачинені. Значить, але, накольки по минулому году, 2014, докладно ведаю, що всі близькі свояки, близькі, тобто прямая лінія. І вам навіть у гэтым году не повинні відмовити і не відмовити. Коли ви боїтеся, що вам відмовить, нічого подобного. Мої сябри після цієї книжки почали звертатися, на протягу 2 тижнів писали заяву, що от такі-то, такі-то у вас. А тут у этой книжки, до речі, є номер справи. Номер справи у КДБ. Под якою справи, по номерам вона у КДБ заховується. І усіх їм до одного дозволили познайомитися, але це тільки зі своїми близькими. Коли я поспробував свого уже встречного деда, уже сказали ні. Хто-то йому такий. А документы дают? Значить, вас фактично пускають у такий покойчик без окон, ззаду сидить офіцер, ті стоїть, ну сидить звичайно. Ось, ви можете виписувати, але не все. Хоча насамрэч ви навіть можете право потребувати ксерокопію. Вони самодільні, що по закону не обов'язані вам це давати, ксерокопію. І некоторі найбільш нахабні з моїх знайомих так і робили, і потребували, їм давали ксерокопію. Але ті сторонки, де написано, хто здавав, хто стучав на ваш родин, хто його здав, вони просто ті закриті, ті просто-напросто стоїть, перелистує, не дає читати. Але чоловік, один, другий, третій, з ким я недавно розмовляв, з таких от моїх знайомих, вони всі справи своїх дядов і бабуль отримали, і з ними познайомилися. І шмат там, навіть один знайшов фотознімок, якого ввогуле, вони не ведали, як дід передав. Нашли там этот фотознімок. Це перше. Але, знову ж, правда в тим, що сапраўды архіви закриті, і ви не зможете нікого далей, чим з родних, дід, баба, ці прадід, прабабуля, ви нікого більше не, ну, уже родную тетку, і то проблема. Ось це правда. І сапраўды питання вельми справедливе, що як починати реституцію, це ясно. Тому сапраўды, я так думаю, что коли Сергей сказал, что этим повинна заниматься держава, менавіта это целый комплекс проблем, которые она повинна, не проблема, а питанню, которые она повинна вырашить, но нам еще далеко, по-моему, и до суда, до коммунизма, и до всем остальным. Але мне подається, от тільки зараз у голову прийшла думка, що сапраўды, коли зараз почнуться появляться по регионах, я б хотів би просто призвати такие книжки, коли они потихоньку, мы ж книгами память, мы держава, значит, фактично за 20 год накрыла всю Беларусь. Коли краєзнавча таким аматорським узровні за 30 год накриється Беларусь такими регіональними книжками, то де просто, але ж казав, що вже ще 30 год пройде. Вже остануться тільки внуки і правнуки. Ось. Але, мені здається, вища справедливість потребує того, як вони з'являлися такі книжки. Але я вибачаюся, ви ж ведете згодні со мною, що чоловіку, якого в правій руці є документ, що
што яго дзед быў рэпрэсаваны. У Левайцаў ёсць дакумент, што ён шляхціч, я гукаў пра нехта. А у яго жонкі ёсць дакумент, што зямля недзе там пад Вільна, ці там, ну, бліжэй там, калі. Это іншыя людзі, іншая фармацыя людзей, якія чакаюць там нешта, і не проста сядзяць чакаюць, а яны збіраюць кейс. самі, можа, нешта зробіць для таго, каб гэты час наблізіць, калі гэтыя дакументы яны папросту могуць нешта з імі зрабіць, скажем так. Але яшчэ працягнуты адказ, вельмі цікава, што ну, вот, у гэтай кніжкі ў нашай атрымалася так. До речі, про шпіонів, Сергій. Польських шпіонів у Крупському районі було 361 знайдено, німецьких 9, японських, значить, тих китайців, про которых ти казав, 7, і 2 американських. Вот. Это в моем-то районе, американские, японские шпионы. Это по их присудах, так? Ну так, по присудах, ясно, ну конечно. По справах, так. Але ось цікаво, відказую на питання, значить, по походженню нам удалося висвітлити наступне. Селян по походженню з этой лічби 2500, у нас 1246 чоловік. С дворян имели шляхетские корони 565, с мещан 32, с рабочих 23, с духовного сословия 20, со службовцев 9, с купецкого 3, остатнее неведомо. Я просто к чему? Так, сапраўды, в першую чергу будут цікавиться те, кому найбольше это цікаво. Але я хочу сказать, что у большинстве, вот в Крупском районе, больше селянских семей, и у многих их мы побывали, не у многих, но у шмат таких мы побывали, заховываются, не глядячи на весь этот страх, который убивался и зараз культивуется далей. Не глядячи на все это жахливое, значит, большевистское это минулое, люди все-таки пераховывали и фотоздымки, и документы. И навод, ну, конечно, уже в 70-х годах, 80-х это не так уже страшно было, когда началась реабилитация. В Оголе с 89-го года, когда наступная хваля реабилитации державной началась. Але цікаво один документ, который выслали семья Ашкеров. Значит, свядома семья Ашкеров, все они были селяне, все працавали в колгасе, и все расстреляны как польские шпионы. Чомусь, мабуть, тому малописьменному НКВДшнику подалося, что Ашкер это польская фамилия. Но як еще потлумачить, коли всех расстреляли. Только засталися, значит, мать живая и, разумела, дочка. Так вот эта дочка живая и зараз. И на пам'ятає, и на відео это його заснято, и она розповідає, як мама їздила в Воршу до тати, ось. Значить, і як апошній раз, коли вона приїжджала в Воршу, в турму НКВД, він їй сказав, більше не приїжджай. І вона була свідком, як після зустрічі, фактично її мама, значить, вона, жонка з мужем зустрічалися апошній раз, він сказав, більше не приїжджай, і вони все одно 2 години ще стояли, там цілий натовп людей з усієї Яршанської округи. І вони бачили, як увечері їх грузили, їхніх мужів і братів, синів грузили в це, значит, фургоны, машины и отвозили, ну ясно, вывозили. Як тоді стало зрозуміло пізніше на розстріл. Так цікаво, що у яє, значить, часто ж так було, були телеімени. Написано там Аня, допустим, да, значить, тут не з того всього стала Валя. І так далі. І так у яє так само. Коли вона почала собі робити пенсію, гэта дочка, вже тут за совєтським часом, у яє отримовується розночтення. Тут Галя, тут Валя. Ось. Почали копати, докопалися до, значить, справи тати, яку розстріляли в 1937 году у Ворші. Значить, і він там, коли називав сім'ю, називає її Валею, хоча вона Ганна. От. Чому так відбулося? Ну, зрозуміло, ви ж вірите, хто, кому близько під пенсію, той розуміє, що там за це куча проблем може бути з пенсією. Як це так? Ти тут Валя? Так це не ти, яка ти Валя, ти ж Галя. Ну і зрозуміло. Что вы думаете, який отказ, письмовый отказ дало тогда? Это было, она доказывала, значит, доводила эту правду у Крупском суде, значит, 94 год. 94 год. И ей пришло с КДБ письмовое свідчення, значит, написано было так. Чему все-таки не Галя, а Валя? Часто, значит, заключенные под пытками называли другие имена, потому что не помнили настоящее. Это классно, просто вот не классно, но это впервые я побачу, как письмо надруковано, печать, прозвище под пытками. Одно справа мы переговорами ведаем, а другая справа, когда они сами с КГБ присылают такую папірку. Чому тата мог переработать имя? Может, такие факты. Что вытворяли с людьми, что они забывали сами свои имена? Не, мабуть, он не хотел миновито подставить родного человека. Не, поговорка по то, что под пытками, он не помнил, как такие имена. Что люди... Там подставить всякий сенс, подставлять 12 год.
не актуально. Можно сказать несколько слов? Я, значит, коли писал свою книгу, первое выдание, я, Илья Копл, значит, книга необычна, оккупация вачина подлетков. Значит, там я несколько радков написал, что вёска находится побач с польской мяжой, и поэтому были репрессованы. Значит, ну, як правило, польские шпионы, ось, ну и несколько человек было репрессовано як антисоветчики. Ось. А коли я стал рыхтовать второе выдание книги, значит, я не збирался, значит, дотыкаться до этой темы, ось, уже поставил кнопку, але, значит, с моей вёски позвонил человек. Значит, и он, значит, мне сказал, вот ты там упомянул, что у вёсцы были репрессованы, а кто такие? Ты хоть их прозвище написал, так же нельзя оставиться до людей. Вот. И, значит, он примусил меня заняться этой справой. Ну, а я пошел по самому простому пути. Значит, Сергей, шановный Сергей Дубовец, уже, значит, полностью закончил свою тему картотеку Сталина. И я вымушен был прочитать 3000 имен значит, на сайте «Свободы». И якое мое было здивление, коли я у своей маленькой вёсцы, Нябышина, знайшов 22 человеки, репрессованных, значит, с этой вёски. Значит, это люди, значит, неписьменные, там, ну, в крайнем выпадку, там, 4 класса адукации. Вот, значит. И, значит, я зауважил, что, значит, улада вот, цеплялась за некое прозвище, и, значит, усіх людей з этим прозвищем, они, значит, по черзе вынищали. Вот у моей вёсцы там особливо пострадало прозвище Бобрик. Вот, значит, ну, вы, значит, амаль усіх выкосили. Значит, 2 человека сбегли у Ленинград, там улодковались на працу, их там знайшли, привезли в Воршу и расстреляли. Вот. Ну, вот такая картина. Значит, коли я глядел вот эти вот прозвища, я обнаружил, значит, прозвище, значит, ну, моего одноклассника. Я с ним учился значит, в 1 классе у Бягомельской средней школе. Ну, я ему потелефоновал, он проживает в Минску, я потелефоновал ему, я говорю, Николай, значит, Максим, это твой батька. Вот. И он мне каже, ну и что? Ты ж ведаєш, Ілля, який був час. Тут усіх можна було, значить, вот, значить, лечить, там, хтось что-то там сказав, шпіони і так далі, і так далі. Я говорю, Коля, это ж, значит, твой батька. Ось, чому ти так кажеш? А ти ведаєш, значить, при Сталіні я отримав адукацію безплатно. Я говорю, стоп, як же ти безплатно отримав адукацію? Значить, я безплатно отримав адукацію, тому що мой батько не вернувся з війни. А твой батько репресований. І, значить, успомни, як ти бігав, шукав гроші, тому що тебе збиралися виключити, значит, потому что ты платил за адукацию, значит, это 8, 9, 10 класс, вот, тому, что твой батько репрессовал. Вот. И на самой справе, значит, он вспомнил, что, значит, директор школы ему поставил умову, значит, или плати, или вылетай со школы. Вот. Ну и усё ровно я стал летчиком, пилотом, дякуючи Сталину. Я говорю, значит, ты стал летчиком-пилотом, не дякуючи Сталину, ты стал летчиком-пилотом, коли Сталин уже помер, ты при Хрущеве стал летчиком-пилотом. Мне уже, значит, это самое, без Сталина ты не закончил среднюю школу, не стал бы летчиком-пилотом. Ну вот, значит, вот, я не ведаю, что-то там, вот это убито в головы людей, что, значит, ну, переиначить это просто немагчимо. Вот. А коли, значит, стерся память,
ось, то, значить, люди без памяти, это может повториться, значит, знову. Ось. Ну, такая вот тупиковая, значит, это самое, ситуация, значит. И, ну и другое, вот там, значит, у этой вёсцы вот этого моего одноклассника, значит, там вот несколько женщин, значит, ну, там, домашние господыни, неписьменные, их, значит, як польских шпионок расстреляли, женщин. Вот. И, ну, я этому своему Коле кажу, говорю, значит, что, говорю, в твоих бабцах стратегичные военные объекты, что ли, есть? Значит, что они шпионы, что они могли там прошпионить, полечить корову коровники, все, больше ничего нема. Вот. Ну, вот такие справы. Але, значит, я вот, кажучи про Совєтську, значит, з гонором вспоминаю там 3 прозвища, яких осудили за недонесение. За недонесение. Вот. То есть были люди, які набралися смілості, ну ми кажемо там про минулий час, що кожен на кожного доносив, всі були сексотами. Вот. А значит, як висвітляється, що були такі люди, герої, які не доносили. І, значить, так само потерпели. І, значить, що цікаво, от я прожив у Совєтську, там, значить, учився у Совєтську, там жив, приїжджав, ось, значить, Совєтський Союз розпався. Но люди тему репрессий ніколи не піднімають. Я випадково довідався, що репресований мой дядька Олександр, Копел Олександр. Ось, значить, я йому поставив кришу в Парапатах, значить, там шинду вельми таку пригожу зробив. Ось, значить, ніхто ніколи, значить, не вспоминав, що вот у нас є репресированы и так далее, и так далее. Это было табу. Ось. Так, и, значит, еще один момент. Значит, вот, коли помер Сталин, я учился у 9 классе. И у нас, у Бягомлі в школе, значит, отбылась такая подея. Значит, в учні 8 А, 9 А и 10 А классов, значит, у их было в этих 3 классах А, значит, я хочу подкреслить, что только в классах А было такое ликование, что, значит, все портреты Сталина были разбиты у клочья, вот из резиночек, значит, на пальце резинки там, самое, горохом или там бумажками стреляли в это самое, в эти портреты, все, значит, одни клочья. Через 3 хвилины школа была заполнена, значит, этими, тогда называлась МГБ, МВД, раз, все, вот, значит, и школа была заполнена, значит, этими людьми, вот, и треба отзначить, что в Бягомлі, значит, больше супрацовников МГБ, МВД, значит, хочем мы этого, не хочем, але это были люди, значит, як зараз кажуть, кавказской национальности. Вот, значит, они заблокировали все классы, вот, и стали высветлять, кто, чего, зачем. Вот, значит, когда мы раніше пришли в школу, вот, мы убачили, что в школе уже новый директор, новый завуч, а директор, его жонка, наставница молодших классов и дочка 5-классница были ночью арештованы. И вот я, значит, будучи в Бягомлі, значит, пытался высветлить, значит, чи есть там какие-нибудь звестки про директора школы, значит, таких звесток нема. Вот. Вот. Ну, правда, вот моего, прозвище моего дядьки, вот, у картотеки Сталина я не знайшов, значит, то есть, там, да, на вот маленькой вёске написано, там, ну, еще там не все люди высветлены, там, кто, значит, был репрессован. И, махчимо, уже это ніколи не будет высветлено. Вот. Ви ж пам'ятаєте прозвище свого дядьки?
Ну, есть. Ну, так оно уже, я говорю, уже Карпатах. Ну, я не шукав. Я вас підтримаю вашу эту думку. Ось. Насамрэч, мені подається, що от 63 тисячі, що знойдені, там, наколькі я розумію, це тільки те, що поспіли витягнути за той час. Так? Тады ж просто в один день зачинилися і все. І архів зачинився і все. От, тому шмат, особливо, коли вже, значить, сказати, 37-го, 30-й, то тут є розниця. По 37-му году значно больше есть и материалу, и документу, и архиву. По 30-му, 29-му, то есть по коллективизации, 29-34, там просто вёсками нема людей. Могли не Мы фиксировать. можем сказать, что Дякую. нема сенсу Дякую вам. шукатель альбо Дякую, із що ночі. вислухали мене. Так, просто ми коли кажемо, програмуємо свою будущину таким чином. Ми мусимо казати, що ми знайдемо, що ми відкриємо архіви, що ми зробимо фільми, що ми це зробимо. Ввогуле хочеться встати, поклонитися, 63 тисячі прочитати тяжко, а знайти, пропустити про себе це. Ну, я просто таку лічбу не уявляю, я як режисер слухаю. Ось для мене, як для режисера цікаво, діти стали шпурляти рогатками, так? Гэта ўжо альбо плача жанчына, нечая дачка, да, вот лёс ад чалавека, все остальное статыстыка, 63 тысячи для мяне статыстыка. Таму я хочу спытацца, ці мажліва рабіць нейкія... Вось калі я стаю на курапатах ля крыжоў, я адчуваю ты крыжы, яны мяне будзілі, да? Я зрабіла фільм «Я голас курапатаў», есть в интернете. Калі мы читали списы и перелічвали прозвища, калі там были запар 3 аднолькавых прозвища, я разумела, что это маці, сын, бацька, и эта маці была счастливая, калі я забили раней за яе сына, да, напрыклад. И мы читаем, кем гэтыя людзі працавалі, кім яны былі, то гэта уже зусім другая гісторыя. Гэта не 63 тысячи, а гэта жывы чалавек, які адпакутваў, і апошняе, што чула гэта неба над курапатамі, гэта яго малітва, да? І яно, гэтае месца напоўнена гэтымі малітвамі, там нават апаратура весь час ламаецца, паверце мне, 3 месяца адхадзіла туды 2 разы на тыдзень здымаць звароты. І все ламалася, электроніка не вытрымлівала. Таму я хацела бы звярнуцца, ці можна распачаць, вот «Свабода» тут прысутнічае ў наяве, такі праект пра свабоду, шукаю свайго сваяка, родна, так. То бок, значыцца, это мусіць быць, можа быць і відэо, то бок, яго распачаць, шукаю свайго роднага, няхай яны адчыняюць гэтыя архівы, няхай яны аддаюць людзям іх родных, праз памяць вяртаюць такім чынам, хаця б так. І гэта мусіць браць нейкі такі уже, это мусіць стаць такім грамадзянскім чынам, каб мы не сели, не пагарталі кніжку, унікальная кніга, але для мяне, яшчэ раз кажу, як для рэжысёра, кожны лёс чалавека, гэта важна. Только праз вочы чалавека альбо праз мастацкае кіно, пра лёс чалавека. Памятаеце, мы пазнаёміліся 6 гадоў таму з вамі, калі вы распавядалі на батарэях пра Моніча, і мяне это настолькі ўразіла, што ў меня дасюль ёсць мара зрабіць пра яго кароткаметражны мастацкі фільм, таму што вы мяне так запалілі сваім расповедам. Увогуле, я лічу, што вот выдатна Дубавец Сергей Шановных сказаў пра Прагу, калі там заходзіш у кавярню, ты бачыш фатаграфіі з прошлым, з мінулым людзей, якія у гэтым месцы калісьці альбо працавалі, альбо мелі маёмасць, так? Тое самае мы мусім нейкім чынам праз такіх вот выдатных проста краязнаўцаў, аніматараў, якія проста абуджаюць у іншых людзях цікавасць да гэтага месца. І з тых часоў я час ад часу наведаю батарэі, у мяне там планы яшчэ є свае, не буду агучваць. Вось, і это самае, можа быць, варта ствараць на месцах вось такія нейкія музеі кшталту, як у Янушкевіча в Ракаве, так? Варта ствараць шмат на месцах такіх краязнаўчых музеяў з анімацыяй, з фатаграфіямі, дзе мы і даведаемся і праз тое, што у нас палова не палова, там чвэрць шляхты, да, ну, з этой кнігі 500 чалавек, так? Мы даведаемся пра лёсы цікавых людзей, пра таго ж Моніча. У гэтым клубе будзе круціцца кіно, будуць вісець карціны, будзе нацыянальная кухня, будуць экскурсіі цікавыя праз інтэрнэт і для замежнікаў, і для сваіх. Яно ўжо ёсць это экскурсіі. Мы это выдатна ведаем, дзякую Богу, што у нас пачаліся ўжо такія вандроўкі па сваёй краіне.
Ось, это трэба пашыраць і праз гэта эту памяць абуджаць, праз такія малыя нейкія музеі на месцах. А это не так цяжка сёння хату купіць за 1000, за 2000 доляраў можна. Я просто ведаю кошты, езжу по краіне і зрабіць на месцы мясцовым краязнаўцаў. Это просто трэба, я не ведаю, нейкія праграмы ствараць. Это трэба кланироваться уже. Так. Кажется, Ляхновичу все это будет. Вот. А так, ну что сказать, я просто уражена, потому что, конечно, 2000 пропустить про себя людей, лёсаў, все это собрать. Але я, до речі, підтримаю абсолютно твою думку. Я скажу, что вот идея, все то же самое, что ты уже сказала, только добавить одно слово. Виртуальный музей, виртуальный, электронный. И все то же самое, туда и видео закладывается, и фото, только что один и не пощупаешь. Разумеешь, коли человек выправляется в вандроўку, и он ідзе по гэтым лесам, мы прошли дорогу смерти на Куропатах, и не треба далеко ездить. Иди за кольцевую, иди. Мы прошли, и уже все там, кто вот господарство тут присутничает, мы все это отчули, потому что мы туда ходим. Разумеешь, коли до тебе приедут автобус з Менску, там будут и замежники, и еще з інших там, да, и Мінчуки, няхай, до тебе приедут в музей, и ты зробишь там эту программу, значок, там, с вечериною з некой. Это выдатно. А виртуально, разумеешь, виртуально все есть. Виртуально сегодня все можливо. Я могу залезть куда хочешь. Праз інтернет. Але, ви правильно, але коли ти эту там рэч маєш можливість там поглядеть на власні очі, сходити на этой батареї, де там ти розповідав про Моніча, да, де спілували криш, які ми поставили, і сказати, ось він спілований стоїть, він стоїть спілований. Так, это самое. И десь он спілований, так и стоит. И вот это інше зовсім. Виртуаль, вот я слово виртуальное так не люблю, со страшной силой. Господар Попов расповел тогда про этих 22 нябышенцев. Ты поедешь в Нябышино, знайдешь там агросадибщика, розповідаєш йому, і він зробить з цього виснови, ти зробиш про це фільм, його запустиш, всі останні тисячі агросадибщиків это поглядать, всі вёски есть, всі. Я разумею, так треба как на место. Вы же сами сказали, что зараз роль краязнаўцаў вельмі вялікая в гэтым нашым стане вялікім. Заразить треба. Заразить треба той сегмент, який активний. Його не треба заражати, він сам заразить кого хоче. А заразити тих, хто робить нову справу, у якого є імпет. От сьогодні найперше це агросадибщики. Я трохи їх бачу, це такі завсюди чоловік, який сам тягне, лезет, хоче, ведать хоче. Ти до його приїжджаєш, він тобі все розкаже, що тут було. Це частка його програми. Не тільки тебе там напоїть і спати покласти, а частка програми розказати, куди ти приїхав. Там уже Наталья Ильинич шмат робить, так? Так. Ось такі люди, треба їх піднімати, програми розбивати. Слушно, абсолютно. Людей навалом, їм треба просто звістки, злучити їх з цими звістками. Бо кожна вёска, я кажу, це некалькі, а то і шмат лёсаў вот у этих книг. Ще питання. А які є корисні такі досвід у наших сусідів, у литовців і у українців? У них же так само така є проблема. Може, що можна у них перейняти? Ну, шмат, що можна перейняти. До прикладу. Ну, по нашей литовцев это все на державном уровне робится, там есть центр геноцида, куча доследчиков працует. В принципе, я уже привел приклад, что это рабочий материал, а не архив, який покладений ніде. Это то, з чим працюють живі сьогодні люди. Это їх потреби, їх інтерес у гэтым. І держава їм створяє всі умови для этого. А так, чисто на полевом уровне, я памятаю, под Друскенниками я был, там вёска такая ротница, где Ян Чачот похован. И выходишь на могилки, на гэтые, и там великий такой стенд, где убитые прозвища всех репрессованных с этой вёски, этой местности. Вы ведаете, учора на фонд Украины я была 3 разы на Украине, а прошлый раз с Пергачевым, израильником на выборах в Житомире. И на фонд поделиться, ці може Україна досвідом своїм, може, страшним таким досвідом.
Але і у тым ліку при ўкрасным самаахвярнасці досведам, як можна ахвяраваць сабой, сваім жыццём за свае ідэалы, за то, что памятаешь, за то, что любишь родину. И то, что я вчера поглядела вот, у контексте наших вот этих 2000 человек, да, репрессованных, то, что я вчера поглядела, я его не стала глядеть, ролик с Белсата, я его просто перепостила по Фейсбуку, где это без, да, там расстреливает двух офицеров украинской армии. Ну, конечно, холостыми, они все равно страшно. Я не была там сведкой, я не веду холостыми тіне, я нам ёсць надзея, да, што холостыми, але сам факт, что такое можа сёння здарацца, і у меня адразу я бачыла фільм Вайды, які он бацьку прысвеціў Катым, і у меня у вачах гэты фінал, і што это зноў сёння, учора, заўчора, на амаль што на наших землях, да, з роднымі нам братской нацией, то это страшно. И то, что сегодня это надзвычай актуально, вы кажете, что внуки и дети про гэта будуць ведаць только на некім такім узроўні, да, вашай кнігі, дай Бог, але я думаю, что внуки и дети еще будуць ведаць гэта на ўзроўні того, что и беларусы на Майдане загинули, и были, и пораненные, и сегодня там есть добровольцами яны в Национальной гвардии, и таму яны будуць ведаць про катаванні и НКУ-саўцаў, их нашчадкаў сёння. Мы не можем казаць, что это нейкі уже пачаўся нафталін, наадварот пачалася эпоха, калі памяць мінулая з будучыняй спаткалася, і кропка гэта спатканне, потому что менавіта сёння это новая эпоха, калі мы переживаем то, что пережили это и люди. Вот. Не так я это бачу. Ну, тады, магчыма, з часам давядзецца задуматься над этой першей лічбой 1918. А что датуль не было? Калі мы говорим про российскую агрессию, а что датуль не было? Так, а першая сусветная, да? 100-годзе, 14 а год, мы размаўляем, а быццам бы это сегодня. Вот, а что такое повстание Калиновское? Это не политичная репрессия? Ну так. И далее, и далее, и 31. Да можна треба почати з 95-го. Тады з анексії треба белорусских землю починать. Все страшно стало актуальным. Быццам бы это было не 100 годов тому, а вось зараз это все звелося у агульны нейкі час. И это лёсы, это люди, они сегодня постаюць перед нами молодыми, пораненными, альбо забитыми, але вот такими, як мы зараз. И вот это, я, ну, конечно, страшно цікава, але страшно болюче, что зараз вот мы это все про себе проживаем. Тому вельми близкі і Куропаты, і Тростянец, вельми близкі, до речі, хулиганы наши любимые вчора на Тростянце крыш все ж таки поставили. Хай бы Свобода съехала, сняла его, покуль его там не реконструировали. Не поспеет уже. Не поспеет. Я, до речі, подхоплю трошечки, ось, коли ти сказав про Ротницю. Мы, коли ставили крыш Юрку Монічу, значит, на родных могилках у Жаберчик, у Йосцы, мы так само не ведали вот это приклад, просто интуитивно, наверное. Як кажуть, разумные люди завсёды думают однольково. Мы так само, значит, на Великой Тарче зробили портрет Юрки Моніча, он так шел так паўфону. А тут усіх 68. На той момент мы знайшли 68 репрессованных з вёскі Малай Жаберча, адкуль родом Юрка Моніч. И все это прозвище, начиная с 23 года, с Юрки Монича, и заканчиваючи, значит, 49 годом, у всех репрессованных прозвище дали, 68. Ну и он, правда, этой крыш простоял 3 дни, значит, разом за этой тарчей, потом из них команда была из Менску, приехали уже наши мясцовые, все это выдрали, спилили, значит, ніде все это заховывается у их зараз, але я просто про іншее. Я тогда вот узгадал про прозвище, вернее, зараз узгадал, Монічов, так само по гэтай его самой прикмеце, прозвище, як вы казали. 28 чоловік. Почали з Юрки, потім всіх родних братов, потім батьку, маці. Батьку розстріляли, маці вистали, потім на ніким чином перед війною вернулася і померла в родной вёсці похована. А потім, значит, племянников и так далее. То есть их находили везде, в Москве, в Сибири, куда только не ховались и где только не працевали. Их конкретно знаходили, и у всіх, значить, у справі було завсюди написано, що
з мэтай, то есть вот 7 годзе асабліва тых монічаў, которые до 37 года не поймали, а потом уже 37 накрыли. Так па ўсіх было написано, что яны, значит, этой монічы стварылі антисоветскую террористичную организацию з мэтай забойства товарища Сталина и перших особаў нашей державы. Вот. А самое дивное, не самое дивное, а у працах этой темы, тут вот монічаўцаў, то есть тых, кто был его этим отделен большевистским, значит, их тут 54 человеки, мы знайшли. И вот одного просто найцікавіше, зараз не найду конкретно сторонку, але памятаю просто, значит, прозвище Каптур. И вот этот Каптур был спочатку арештован у 23-м году, осуджен на 10 годов в Борисове, коли судили, знакомитое это Борисовское судилище их, за этот тягник знакомитый. Потом он отсидел 10 год. Сюда побоялся вертаться, а сел там у Сибири такой далеко, что не махчим. И тогда я у книжки Игоря Кузнецова знайшов, думаю, боже, это ж... Так, индекс репрессованных, самый первый вашим. Думаю, это ж наш, мой, где я его бачу? Потом далее, значит, спочатку знайшов у Игоря Кузнецова, потом, значит, Сергей мне скинул этот архив. И видите, что отрымалось? Когда злучил две ваших биограммы, вашу и твою, отрымалось, что там, оказывается, его у справе написано. Видите, за что его в 1937 году арештовали, судили и расстреляли? За то, что он в 1923 году был в антибольшевистском отряде Монича. То есть за это он отсидел 10 год, потом по новой его в 1937 выдергивают, и уже именно это за это расстреливают Каптура. Вот. А так, видите, свои 54 это только что мы знайшли. Значит, я думаю, что вот треба два слова сказать вот про это, что вы подняли вельми важную тему. Сапраўды, 1937 год, он документально, конечно, больше присутничает, и это легче шукать. На вот призначенных архивах, и то вот прозродных можно шукать. Панове, 29-33, вот это просто никаких документов не было. Просто вот решение районного ЦИК, значит, ЦИК районного, и все. И они списом шли, вёска Каменка Крупского района. Только двух знайшов. Зараз у этой вёске ни одного, ни одной бабульки, ни дядульки, которые сказали, ой, они все говорят, так мы же, сынок, наезжие, мы же не тут, мы приехали, тут вёска пустая была, когда дяды приехали. И всю вёску вывезли. Значит, только двух басовых знайшов, значит, и Миколайонок, два прозвища, а здесь как минимум 50, с семьями. Вёска Матошка, значит, это добро дякуючи Михаилу Адамовичу Баравулю, про который недавно на свободе цудовный был репортаж Бартосика. Кто не бачу, поглядите, могилки, на которые 150 год не ховаюсь. Найцудовнейший репортаж. И он там так само закранає тему вспомины про репрессии. Вёска Матошка. И уже не селянская, а шляхетская вёска. То есть там жили Гарецкие, Красовские, Балейшицы з Литвы, переселенцы початку століття, Столипинские так званые. Значит, Верніховське, ён, дякуючи тому, это фактично все, что мы маем у книжки по этой вёске, это там, дякуючи тому, что в 80-х годах приехал один из сынов репрессованного и жил целое лето там, в этой вёске, вернулся. И Михаил Адамович, это был директором школы Старослободской Побыча, и он просто все лето записывал за им вспомины. И он вспомнил столько, что вот все, что вы тут прочитаете, это же читать про историю этой вёски, значит, Доминик Гарецкий был дядьком нашего знакомитого письменника Гарецкого, Максим. Максим приезжал к ему в 28-м году, туды, у Матошку. Мабуть, на Роство, можно на коляды идти, на Великдень, никто не ведает. Побыл там 3 дні, поехал. Это дае подставу, значит, НКВДшникам у 29-м году, когда начинается это знакомитый союз вызволения Беларуси, значит, коли 100 письменников, ну, все ведаете. Значит, але, это дає подстави арештовать усю вёску в 29-му не просто и раскулачивать, кстати, высылать не як кулаков, хотя они там добро жили, заможно, а як все они пошли, все до одного они пошли в Сибирь и на полночь, як удельники Союза вызволения Беларуси. Только за то, что Максим приехал на 3 дні до дядьки погостевать. Вот. И, конечно, ну, вот просто маленький кавалочек расповел, але засяроджу увагу, что 19 прозвищ удалось обновить, значит, а як минимум еще 35-40 неведомых. Вёска Клишина так само. 2 прозвища вядома, а яна выслана ўся. Шляхецкая вёска Клишина. Яны, до речі, вельми моцно удзельнічалі ў паўстанні Каліновскага. А тут, значит, вышло як минимум 8
8 прозвішчаў мы ведаем рэпрэсаваных па часоў паўстання. Вот то, про що Сергій зараз сказав, сапраўды повстає питання репресій, хроніка 1795-1917, том 1, судовна ідея. Але просто про те, що немагчыма, вот і там у 100 разів тяжей по 30-х годах по раскулачиванию, потому что нічого, ну, робилося буквально, ну, ведаете, где потом, чому у мене тут шмат атрымалося в 30-х годах, ведаете, як їх знаходив? До речі, Штуршок так само ваша книжка дала. Я гляжу, значить, у вашому індексі, яны там, значит, арештованы другий раз. Потом глядишь, він Крупський район. Оказывается, видите, як легко было шукать этих наших. Хто другий раз арештованы в Сибири, значит, ясно, что он был выслан в 30-29 отсюда. Таким чином, я коли 300 человек только знайшов по тих уже, значит, других і третіх арештах. Ось, якое диво, і ось дякуючи. Гэтым, до речі, зараз, акрамя меморіала, ви ж ведаєте, у Росії пайшла это тады яшчэ, за часом, як толькі пачыналі это все, значит, пайшлі зараз вельмі моцныя рэгіянальныя сайты ёсць, сибірскія, паўночныя, значит, Дальні ўсход, вот, и центральная Россия, и там, питерские вельмі моцныя сайты по репрессии, и там знаходишь, як бы это центральный наш меморіал, я кажу уже наш, значит, агульный, як бы ён, значит, стараўся ўсіх, находишь тых прозвішча, которых нават нема у меморіале. І знову цепляєшся одно, другое, третій арешт, четвертий арешт. Ёсць один арештований, тільки на 5-й раз розстріляли, 4 рази, дико. І він вже в 17-м году, вначале, уявите собі, виходить з цієї вёски, откуда і Ашкери, значит, з Кучина, і він в 18-м году він вначале у всіх эсеров Москвы. Городскую московскую организацию вначале у наш, навык не пролетарий, селянской семьи дико. Вот. И он пройшов, значит, арештовали его перманентно, ну, как можно так сказать, значит, 18-й год, 23-й, потом 37-й, 36-й, 37-й, 38-й, уже там же, уже знову на Дальнем Сходе, и уже 38-й был опошний, и там и расстреляли. То есть, вот менавіта, значит, я еще раз заканчиваю думку, фактично зачепок, где шукать зараз, дякуючи интернету, все более и более и более. Вот про это хотел сказать. Я еще додам, что тут можно скласціся ўражанне, что вся книжка это списы одни репрессованных. Не складывается уражение. Уже не складывается. Не, я хочу сказать, что тут масса вспоминов живых людей, записанных под диктофон, записанных, знойдзеных ад нейкіх бабуль, дзядуль. Нарадзілася я ў сялянскай сям'і. Бацькі былі беларусы, але каталіцкай веры. Пачынаюцца такія сюжэты, такія гісторыі. Паміж вось гэтых спісаў, то, што Андрэй з сябрамі ездзіў, аб'язджаў гэтых старэйшых людзей, абсалютна неверагодныя, ну, можна сказаць, літаратурныя нейкія творы, якія можна аповесці з гэта пісаць захапляльныя. Як люди от этих советов утекали, як ховалися, як дымасы. Прозвища меняли. И абсолютно некие неверогодные речи. Вот мы говорили тут, что за недонос был покараны. Такое досить поширене, насамрэч, присуд. Бо нельга казаць, что кто-то Давлатов казал, что 20 миллионов, не памятаю докладно цитату, вы кажете про 20 миллионов репрессованных, а не кажете про 20 миллионов доносчиков. Не ведаю. Это, вот у меня не складывается такого уражения, потому что за недонос, на самом деле, репрессовано шмат людей, и нередко сустракаецца такая формулёўка в этих биограммах: вины свою не признал. Человек абсолютно осудженный на все, его зараз будут расстрелять, а вот тут вины свою не признал. Это, как бы он, там это не имело абсолютно никакого значения, а это как бы послание нам. Что был такий чоловік, який вини свої не признав, він з цим не згодився, що йому обозвали там польським шпіоном, чи ще що-небудь раз халяв. Тому эту книжку реально можна читати. Сапраўды, тут ёсць і нейкія літаратурныя публікацыі по тему.
У Ганны Антоновны Каптур ад мужа Владимира Тарасовича засталася толькі цыдулка, якую ён неяк ухітрыўся ёй перадаць. Ганна вучыць дзяцей. И так далее. Целая история начинается. Короче, написано, так и написано. Ганна вучить детей. По-русски написано. Ну. И вот этих фактов исторических, которые переливаются уже в амалю литературу, просто масса. Такого не придумаешь. Это соправдное житье. Уважаемые сябры, уважаемые коллеги, перше хочу поддякувати, повіншувати наших авторів Андрея и Сергея за зробленную працу. Сегодня было поставлено столько проблем, что я сейчас сидел и думал, это сделали, это не сделали, это говорили, они подняты. Я скажу сначала как специалист. Всегда авторы ждут критические зауваги, правильно? Значит, я не буду этим заниматься, у меня всегда такая концепция. Любой выход книги по этой тематике должен приветствоваться стоя, аплодисментами, и про недостатки мы можем говорить на профессиональном или на другом уровне. Это не тот случай, когда надо говорить. Это первый кирпич или кирпичик в будущее здание, которое будет возведено как альтернатива книгам хроники памяти, который вышел в 144. Когда еще был Олесь Петрашкевич покойный, начинал, там как-то к этому внимание уделялось, там воспоминания были, там где-то списы, там все остальное. А потом, если мы возьмем примерно с 2002 года, выходит в районе книга памяти, а там список даже нет. Или скромно, как сейчас, почему я сказал, очень важно, официально 350-360 фамилий, неофициально уже 2000, а список-то не закрыт. Он же продолжается. Мы говорим, да, уже минимум 2000, а может быть 2,5, может 3, может 4. О чем мы все эти годы говорили, но у нас порой не было не то что доказательств. Мы говорим, ну вот в том районе, там, допустим, тот же Лисовский проделал работу в Узденском районе, он тоже собрал эту информацию, и он говорит, как так? В книге я читаю, нахожу 20-30 фамилий, а их в десяток раз больше. Это только что я нашел. Поэтому это первое. К тому, что в каждом районе, в каждом городе такая же картина. Где-то 30% не дописали, где-то 50%, а где все 90%. Особенно по Минску. Если вы обратили внимание, такая тонкость. Когда готовился макет книги, если вы возьмете сейчас книгу памяти Минск в нескольких частях, вы обратите внимание, что том, который репрессированный, там обложка планировалась на 300 страниц больше. Там видно даже, что типографски, если вы посмотрите, специалист сразу видит, скажет, что такое. Там выбросили порядка 250 страниц списков по Минску. Ну, никто это не заметил особо так, и все это пошло. То есть вот это как раз началось уже не сверху, а снизу. Сверху можно называть разные цифры, и потом, кстати, нехороший стереотип сложился, в кавычках говорю, думает, картотека Сталина 63 тысячи, это по Беларуси. Так это же в основном Минская область. А Гродненская, Гомельская. То есть это только фрагмент. А некоторые говорят, 63 индекс. То есть немножко надо уточнить, просто сказать, что территориально это охватывает только часть. И потом, самое главное, она охватывает только официально реабилитированную часть. По моим сведениям, 30% не реабилитировано. Хотя объявлено, что официальная реабилитация завершена, отказов было там по энным причинам, ни количество, ни причины отказов, ссылаются еще на постановление старое о том, что кто сотрудничал с оккупантами, кто был в карательных органах, ничего подобного. Вся категория, все иностранные граждане не подлежат реабилитации, военнопленные не подлежат реабилитации. Я могу назвать еще 6 категорий, которые просто представления нет, мы не знаем даже количественно. Поэтому вот эта цифра названа, 180 тысяч реабилитированных и так далее, все это минимум, который надо и говорить. Минимум, а там вот так, 100 туда, 200 туда, 300 туда. Кстати, мы затронули важную проблему. Вот тут индекс уроженцев Беларуси, репрессированных в Западной Сибири, который я готовил. И второй вышел покойного Григория Карпева, расстрелянный в Москве и Ленинграде. Это крупицы все. Вот я назову только, в этот индекс было включено там 1218 фамилий уроженцев Беларуси. Это только по Томской области. Из них было расстреляно 994. Ну так, для того, что почти 90%. Почему?
Еще влияло так называемый вторичный арест и репрессии. Высланных из Белоруссии, с Украины жалко уже не было. Потому что под нарядку под нож пускали первых инородцев. Ну, все-таки свой НКВДист, свои в селе. Я 1000 примеров могу привести, когда сначала вырезали, как говорится, а потом уже... И это не останавливало, потому что шла новая разнарядка, и он уже забирал дальше. Там. Ну, это все просто детали к тому, что мы не знаем фактически о судьбах наших уроженцев, которые... Кстати, действительно, этот пласт 29-й, 34-й, так называемая административная репрессия. В административном порядке. Хитро называется. Эта мушка говорит, ну у нас все, у нас арифметика четкая. 240 тысяч по судебным и несудебным, остальные до 600, считай, в административном порядке. Так в административном порядке высылались по амбарным книгам еще. Не решения там исполкома, там, который еще где-то кусок остался. Да потом какие решения? Когда драпали 22 июня, все, что было в текущих архивах, все было уничтожено, и никаких амбарных книг не осталось-то. А нам говорят, да нет, вот вы обращаетесь в архив МВД. Чисто почти. Картотека в основном послевоенных репрессий, там по Западной Беларуси более-менее там порядок. То есть вычищены целые пласты, мы не знаем о дальнейших судьбах. Обращается в КГБ, сообщает, был выслан, получил 3 года лагерей. В каком году? В 1936-м. А дальше что? Судьба неизвестна. В 1937-м попадает в Томск, в 1938-й арест к стенке. Сюда информация не приходит. То есть мы не знаем. Мы вот действительно, когда мы находим на сайтах того же ФСБ, на сайтах мемориала, начинаем по уроженцам выискивать, мы находим эту информацию. КГБ этим не занимается. А ведь это они должны быть, черт возьми. Они гроши за это получают. Они должны были писать запросы, прокуратура должна была этим заниматься. Мне слов не хватает вообще за столько лет даже не оторвать место, как говорится, для того, чтобы что-то пошевелить пальцем, это сделать для своих же. Мы не говорим о тех трудностях, которые даже с ознакомлением дела идет и так далее. Поэтому это огромный труд. Потом, что здесь сделано очень хорошо, зрительно. Здесь выделено не как всегда в алфавитном порядке, а по годам в алфавитном порядке. Это очень важный момент. Ни в одной книге, ни в каком мартирологии этот принцип не применялся. И плюс вот эти вкрапления, воспоминания, фрагменты, эссе и так далее, фотографии, оно действительно делает. Это не просто мартиролог, как справочное пособие. Посчитал, моей фамилии там нету или родственника, я ее поставил опять на полку. Ее уже не поставишь на полку. Потому что там надо почитать, посмотреть, там есть разная информация. Поэтому здесь это как раз уже, я говорю, тот, ну не образец, но тот вариант, которому надо следовать. Если эту инициативу подхватит хоть где-то на местах, то это будет очень важное дело. Но для меня июнь этого года знаковый. У меня впервые появился оптимизм за последние лет 10. Я скажу почему. 3-го презентация книги Александра Лукашука «Вертание националиста». Ну, хоть я и читал, но все равно у меня какой-то оптимист появился. Когда я вчера, открывая интернет, увидел, что презентация, я бросил все дела, побежал сюда. Потому что оптимизм еще добавилось. Когда я увидел, оптимизм уже возрастает. И когда мы сказали о том, что делать, могу сказать, что в конце июня начинает действовать виртуальный, вернее, сайт, который называется «Виртуальный музей коммунистических репрессий на Беларуси». Параллельно идет проект устной истории. То есть оптимизма у меня чего-то прибавилось в июне. А еще больше мне оптимизма прибавилось, когда эту тему поднял с Тростенцом. И позавчера, ладно, не буду детали рассказывать, мне сказали, что я теперь персона нон-гранта не только в Куропатах, но и в Тростенце. И как раз это сказали властные структуры. Мне сказали, я говорю, кто? Мне говорят, не спрашивайте. Я говорю, где? Мне показали вот так. Наверху. Я не знаю, на каком верху. Мне так заинтересовало это. Поэтому я сказал, не волнуйтесь, 8 июня я буду в другое время, кроме 8 июня. Не поэтому. То есть к этой теме сейчас, как ни странно, пристальное идеологическое внимание возобновляется. Раньше, как ты сказал, пусть они занимаются, теперь немножко ситуация меняется. Поэтому надо ждать трудностей в ближайшее время. Поэтому июнь очень знаковый. Я говорю, выход от 2 книг,
начало работы этого сайта. Мы подняли тему, связанную, естественно, с коммунистическими репрессиями, и надо ли проводить общественный трибунал. В принципе, я в начале года выступил с этой инициативой, что накануне 29 октября провести общественный трибунал, общественный, не юридический, как в Литве это делается. У нас это невозможно сделать. И в качестве инициативы предложил черную книгу сталинизма в Беларуси. Вы что думаете, меня предложениями одолели? Да нет, другими предложениями. Может, вы все-таки утихомиритесь, зачем вам это надо, зачем будоражить народ и так далее. Поэтому у меня сразу встречное предложение. В черную книгу коммунизма включить, наконец-таки, конкретный район, на базе которого, потому что я думаю, что до октября больше таких книг уже не выйдет, при всем желании, по каким-то районам. А если выйдет, это очень хорошо будет. И тогда не только оперировать общими цифрами, но оперировать конкретным районом. Что такое сталинизм для Крупского района? Если авторы не против, то я приглашаю к тому, чтобы эту книгу разместить в этой виртуальной электронной книге черной книги сталинизма в Беларуси. Ну и это будет тоже как обвинительное заключение по конкретному району. Потому что у нас таких районов много. Они будут отличаться только в цифрах персонально, но в принципе, по сути дела, это будет общая закономерность. Поэтому еще раз от всей души поздравляю с выходом этой книги. Я думаю, что для района это значительно более значимое событие, чем в целом там, даже для Беларуси, потому что это, там живут те люди, которые знали, кто-то вместе жил, кто-то там. Это очень значимое событие. И поэтому остается пожелать, чтобы эта книга была не последней, чтобы эта тема развивалась и продолжалась, и тогда, может, кто-то еще действительно эту инициативу подхватит. Панове, коли нема больше питань, то у нас ще ж, ми ж не розходимося. У нас зараз... Є питання? А є скриваска. Не даєте мовчати, Андрей Петрович, продохнуть? Я хотела спытать, все ж таки люди, коли працують про гэта, шмат про гэта думаюць, уваходзяць у гэта. І в минулым годзе мы записывали Валдаса Банайтиса, как раз самого вот психиатра, культурного дзеяча, философа. И он сказал про той час, ну вот так вот с пункту гледжання психиатра, что это пэўным чином можно назвать массовым психозом. То есть, а вот вы ввогуле, вот мы ведаем, что все были гэтыя репрессии, але навошта? То есть, як вот это пытанне? Для чего? Для чего были репрессии? Было это рациональным, иррациональным, было это массовым психозом. Что это было? Можно я помогу ответить? А можно, конечно. Я отвечу коротко и просто. Никто на этот вопрос не ответил, никогда не ответит по одной простой причине. Потому что мы ищем ответ в какое-то рациональное звено ищем. А почему? Зачем надо было столько миллионов уничтожать? Для Советского Союза того периода и для БССР в частности, могу сказать проще. Можно было уничтожить в 1000 раз меньше и добиться такого же эффекта. То есть рационального этого не было, потому что создаться впечатление, что у нас было такое сопротивление сталинизму, что вынуждены были забирать постоянно, этих забрали, те уже начинают готовить заговор, третье. Вот это было состояние психоза определенное. Это делалось уже фактически людьми, которые людьми назвать нельзя. Потому что любой человек, он рационально подходит. Кого надо арестовать? Зачем его расстрелять? Надо изолировать. Но этого в лагерь отправим. Ну, тот осознал, давай его, наоборот, на трибуну и скажем, я исправился и так далее. Никаких не надо искать рациональных ответов. И никто на этот вопрос не ответит. Зачем надо было в Беларуси уничтожить, там, расстрелять свыше 300 тысяч, 2 миллиона... Правильно мой коллега Леонид Моряков говорит, а вы назовите, кто не был репрессирован. Кого-то юридически репрессировали, кто-то боялся ареста, кто-то боялся, что его уволят. Он жил в постоянном напряжении, что с ним что-то... Его не арестовали, но он всю жизнь прожил в страхе. Это что, не репрессии, что ли? Поэтому была репрессирована вся страна. Кого физически уничтожили, кого-то морально. И не надо искать ответа, почему столько сделали. И потом разные теории возникают опять.
Но товарищ Сталин не хотел. Ну, враги опять прокрались, эти подонки, значит, то Ежов, у нас Берман свой, значит, где-то, Молчанов там, все никак не понимал. Это все они прекрасно понимали, они делали с опережением. Поэтому здесь это все из области уже виртуального. Это была реальность, это был тот режим, который без этого не мог жить. Он работал с опережением, он просто уничтожал. Даже еще человек не родился, они в утробе матери уже хотели это уничтожить. И поэтому они не знали, сколько надо. И они делали по максимуму. И всячески поощряли эти действия. И поэтому я считаю, не надо оправдывать о том, что на местах не так понимали. А сейчас возьмите современную ситуацию. Что-то не напоминает вам схоже? Абсолютно напоминает. Ну, время другое, там, конечно, меры применения другого. А ситуация примерно та же. У нас не столько сейчас действует цензура, сколько что? Самоцензура. Мне не запретили, но я уже думаю, а это будет нравиться сверху? Наверное, нет. Поэтому я лучше не сделаю, а еще сделаю с опережением. И мне не сказали его еще арестовать, но я уже его арестую превентивно для того, чтобы сказали, вот видите, молодец, он уже на опережение работает, надо его уже на повышение отправлять. Та же модель. Поэтому не надо слишком глубоко, можно спорить цифры, там все остальное, но система, она сама за себя отвечает. Ясно. Орел добре про это написал, все, про контроль думок уласный, але психиатр может сказать, что это психоз. А для меня, для идеалистки, христианки, я верница, для меня все абсолютно понятно. Идея створения была античеловечая, культ особы, там, идолов и все это там, оно от идеи пошло такое развитие. Абсолютно правильно, что забивали болей, как человек не поспеваў вольнадумны плодиться, и вельмі дзіўна, что в этой зале шмат людей на такую книгу, потому что пришли вольные духом. А теперь мэтры хай кажуть. Ольга просто мне нагадала, значит, на некой восеньской размове, а восень заўсёды сум и так далее, у меня. И, значит, мне тады выскочило нечто подобное. Я сказал, ведаеце, что чаму, до речі, краязнаўцаў мало ў кожным раёне. Мы ж все ведаем, хто займаецца гісторыяй нашай краіны, што ў 30-х, 20-х, 30-х гадоў краязнаўцаў было просто, і наш край таварыства было, і інстытут белкультуры працаваў, і просто фантастыка, колькі ўсяго сабралі. Я по свайму раёну толькі ведаю, што ў мяне ў Крупках было 29 таварыства краязнаўцаў, у Халапенічах 18, у Бабры 21, на Ухвалі 16, это все Крупскі раён, мястэчка Абчуга 9. Вот, а зараз у Крупках Халяхнович, у Старой Слободе Баравуля, значит, у Бабры Яніна Пушкіна і ўсё. Так і у выніку, просто, Борисочка, мы такое ўражанне, не ўражанне, а такое моцнае ўражанне, што мы все тут і тут у краіне, которым баліць, которые разумеюць, вось гэтым і гэтым успрымаюць жыццё і сітуацыю ў краіне. Мы все дети, внуки, правнуки недобитков. Не поспели просто добиться, правда, физично просто в 53 годзе ляснуў і ўсё. Каб он до 63-го дацянуў, так дакладна, я б не нарадзіўся. І шмат хто з вас, не ведаю. Але вот это адчуванне, што мы дзеці недобітку, і, дарэчы, гэта ж і на сітуацыю сучаснай ў краіне, пра што вы толькі што сказалі, таксама адбіваецца. Чаму мы так доўга і вошкаемся з усім гэтым, значит, режимом и так далее, и так далее. Натурально, критичной массы не хапае. Я могу помолиться о процентах, але вядома, что белорусская интеллигенция была знищена до 90%. Не белорусов по национальности, это белорусская интеллигенция. Там все были. Там были и русские, и белорусы, и габреи. Это все была белорусская интеллигенция. Значит, украинская интеллигенция, если не помыляю, 70, значит, грузинской там 60, российской 50. Ну, могу помыляться, мне что такое в голове засело. Это по письменникам, по этой категории. Значит, не только поменьше, ага. Да, но все равно. Ну, то есть от эмоций угли, значит, цвет. Что такое письменники? Это самый-самый-самый колер. Вот поэтому мы и отрымали больше за всех. Тому мы так и вошкаемся. Тому нам еще долго, наверное, вошкаться. Я пессимизм откажу. Але, по-моему, психоз был выником абсолютно рациональной политики кіраўніцтва советского. Давались разнарядки, мы про это ведаем, кольки треба посадить, кольки треба расстрелять. Ясно, что в такой ситуации народ просто упадал в мандраж страшный. Один бег доносит, другий не заховался, зашивался, третий там менял свое обличье перед громадством. Это нараджало репрессии, были, вот книжка называется «Хроника политичного террора», а это была политика террору с боку
Сталина и всей этой системы улады. Ну, Ленина, Сталина и далее. Тому... А зараз не психоз, 5 человек замест 5000 на день воли и на Чернобыльский шлях, и там замест 50. У мінімізованим вигляді, але це та сама політика. Взять, посадить всех кандидатов в президенты. Ну что это? Ясно, что починается той же мандраж, той же... Один бежит доносит, другий ховается, третий меняет обличие. Все як завсёды. Модель те саме, але головне питання, ці почнуться масові забойства. Ось ми не з Поліною мені дома розмовляли, і я зайшла у неких своїх таких уже, ведаете, анализах режиссерских, все ж таки у меня богатое уявление, тому попрошу сорі у историков, что мы, и это вельмі моцна адчуваецца мне пасля Украины, першы раз на Майдане мирным, другі раз на Майдане, калі уже адбылося ўся кроў, якая могла быть, и третий раз зараз я была, до речі, ночью мне написали, что все ж таки над портретом на Грушевской Жизневского стяг зноў скрали и порушили гэты наш, что мы зрабілі там такі меморіал. Опять-таки, да, ну то бок, может, вось нейкім часам адчуваецца, што ў паветры ёсць такая ідэя, яна небожская, якая можа крышачку это не хапае ёй, але яна ёсць, што могуць, я паглядзела ролик Паліны Степаненко пра смяротнае пакаранне, які яны зрабілі сваім сябрам Трэцяковым, і я адчула, што недалёка засталося, што забіваюць, і ў Трасцянцы ж пасля Сталіна забівалі, хаця не было пакарання за савецкім часам, і там ёсць это самае, але што крыху некай кроплі не хапае, каб зноў пачаліся масавыя забойства, земля чакае, разумееш, вот это мяне палохае, што мы можем, не дай бог, где-то там уже это ёсць ва Украіне, да, на ўсходзе, а мы можем, не дай бог, прыйсці да такога. Что люди саспеюць до того, что будут приходить по тройке загаду, у нас сучасны компьютерный час виртуальный, и вот такое рабіць. И уже может где-то и робится, але мы просто не ведаем. Вот это жахливо, что не хапае, что оно может обновиться вот в таким варианте. Там есть одно родственника, по-моему, история. При Сталине массовые репрессии были з одного боку, а з одного боку была, як ни крути, все ж таки могутная державная идеология. Со своими оптимизмами, со своими там легко на сердце от песни веселой. У Путина она есть. Я не про Путина, мы покуль про Беларусь говорим. С фильмами там «Веселые ребята», там, все в порядке. Это ж заходишь в кинотеатр, а идешь ночью, проезжая в Орадов. А Ермоленко, слухай, батьку, что-то не звучит в последнее время. И оно, вот это как бы два боки одного медаля были. Вот это абсолютный оптимизм, это демонстрации, физкультурники идут там со стягами. А з іншого боку, массовые арешты, черги этих кабет у турмы, где мужиками там забили камеры. Правильно? У России яно отраджается. У России отраджается. У нас мы кто? Мы уже в стане войны с Украиной. А у нас все керуются, шукают идеологию и не знаходят. Мы ж это, союзная держава, тия. Пока тия. Тия. Вот хорошая дорога. Я казав Степан Бандера, всіх вас перебити. По-перше, все ж таки, вот, коли ми вже йдемо в такі далекі історичні аналогії, да, треба пригадати про те, що Совєтський Союз, да, ось, вот эта сталінська ідеологія, вона утворалася на тлі винішення селянства як самостійної класи і от, поступового вот, такого перетворення їх у рабов. Не хотів робиться, вот, заставаться там рабами, мусили идти в города, там, да, ось, в города и замещать, як написал этот Виктор Ерофеев, да, что после того, как выбили самых лепших, выбили пристойных, потом почали выпивать больше-меньше померковную сволоту. И вот это селянство пришло в города замещать вот эту сволоту, якую, ну, больше-меньше пристойную сволоту, да, замещать при самых местах, бо им были, и у них были эти репрессии, это был шанс занять вот эти посады.
в чимсі. Тому тут так уже і у виніку, вот, это я тут уже, может быть, вы не читали эти успомины Эйзенхауэра, вот, когда он вот, размовляя с Жуковым после войны. И, ну, и той так, ну, и пытается у Жукова, як вы проходили по змінні поля, да, вот, як, вот, для нас это была великая проблема, моря, вот, для американцев, там, англичан. А Жуков казав, які проблеми? Ми пускали піхоту і все. Як быцем это невинное поле. Як быцем это невинное. Так, вот же происходит. Вот просто кап заместить этих тухачевских, які були виховані ще при российским войску імперським, здесь из легку солдатиков ценили. Треба було їх нищить, як на їх місце прийшли Жукови, і Рокоссовські, які зовсім не цінили чоловіче життя. І за кожне це Совєтський Союз був непереможний, це правди. Что только войска не створили эту нуклеарную зброю, Советский Союз правды мог перемогти, это перемогти неможливо, когда ты не ценишь вызнавать своих подначальных. Это раз. А в Беларуси, на счастье, альбо на жаль, я не веду, это неможливо, бо у нас уже винищена вёска. Вот бачите, зараз уже товарищ президент уже висмоктав за опошні кадри з вёски. Он, бачите, там вот, им давались тут эти танные кредиты на побудову, все останнє, ну, про міліцію, про ніякі силові структури, їх сюди притягували, да? Ну, зараз, уже, по-моему, уже вёска підходить до винішення. Дали ему кадры черпать нема за что, и не зарма, и он так жалится, что Беларусь малая, то вот дай мне вот еще там десяток миллионов, такой, а так я тут збудував би щастя, да? Ему уже не хапає кадров на заміщення, да? Бо для этого потребуется доволі добрий отбор, бо кабыть крутой сволотою, так само потрібні здольності. А здольності при такой невеликій масі вже і нема. Тому тут треба оперувати не так. Ну все, пробачте, що я зайняв так багато часу. Мне здається, вот, я думав так само над вашим питанням, і мені відкази такі не співають. Розумієте, сутність демократії, коли вилучить, так скажем, центр, самое головное, мне здається, терпимость. А антитеза тоталитаризм, насилие. И поэтому, когда глядеть у корень проблемы, вот чему? Насилие. Все было замешано на насилии. И покуль тоталитарные режимы будут існувати, и оно будет існувати у разных формах насилия, потому что, вы ведаете, оно бывает от психологичного до физичного, и все можливо, и про то, что Ольга казала, и про то, что Андрюха казав, и іншие, все можливо под этим небом. По культуре влади человека, освободивает влада, непосредственно от влады, от этой идеи. Про насилие, до конца. Можно еще реплика невелика? Можно. Як ви лічите, ці можна провести ось тут такую параллель? 1793 год пытали у Марата, ну революцию виробили. Он каже, ну, просто было спочатку. Думали спочатку, що хопить 200 чоловік забити. Потім лік пішов на 1000. А зараз ми зовсім збилися со счета. Вийшли ситуації з-під контролю. Це могло так бути, правда. Катився гэты шар, і, в принципе, спинить его никто не хотел, а лишь померы были такие, что уже никто не думал, что столько людей попросту... До войны рыхтовались коммунисты. Яны ж разумели, что людей все менее и менее, а треба ж починать уже на Европу поход гэты. Яны ж просто не могли спынить, видать, уже эту ситуацию. Это могло так быть. Жорсткий контроль абсолютно регулював эти объемы репрессий, там, коли треба, писал артикул «Головокружение от успехов», это значит, зашмат расстраляли, значит, трошки треба зменшить. Але сачыўка, атмасфера вот такая у народе, сапраўды рабская, сапраўды психозная, каб эта атмосфера захоўвалася ўвесь час. Так, элементарно легче кіраваць такой огромной краиной. Так, раб, он же на любом уровне он застаецца рабом, просто он под кимся знаходится, а пляжи так само до вухами же из рабом, он застаецца. Это питание как раз.
Так, я пропоную просто перейти до наступної частки нашої зустрічної презентації, до невеличкого концерту. Ось, у нас в гостях Сергій Гаюн, лідер гурта «Вурень», который недавно записали, до речі, на Україні. Правильно? Да. Альбом «Райок». Ось, тому, коли ласка, дуже тобі слово. Ну, по-перше, моє віншування сподару Андрію Петровичу, сподару Сергію, да, що це правда, яку повинні вірити всі. І від себе, як від недобитка. От недобитка недобитку, так? Да. Трошки музики. Я довго думав, що мені поіграти, поставати, але слухаючи все, ось такий у мене старався настрой. Да, там люди хорошие, да пекут хлябы колющие. Да на чужую сторону. Український майстер був, так? Аліна був в Білорусі, нам теж. Є ще пісень. Перша, наверное, Короткевича Владимира, моя пісня «Дорожня». Дороги, дороги усей земли моей гудуть у стомленных ногах. Дороги, куды тебе идти за мной? У гэтки невыносный шлях, у невыносный шлях. Утес далек, бяжить руя, и очи светятся волков.
таких же волосух, як і я, моїх сябров, моїх братов. Дороги, дороги усей землі моей гудуть у стомлених ногах. Дороги, дороги усей землі моей, усей землі моей. И может я, что у мне живут свой век, пьют добрых кров, скала не уладять на мяне, колисти большим на зверов. Взять не могу тебе убой, отдать морозу и огню, отдячить лихом за любовь. Ненавистью за добрыню. Дороги, дороги усей земли моей гудуть у стомленных ногах. Дороги, дороги усей земли моей, усей земли. Еще одна. Анатолий Сыс. Коль. Кольки нашей крови реки сплавили у моря. Кольки нашу капоту вобрали разоры. Кольки нашего счастья лиходеи раскрали, кольки наших каханок полонянками стали, кольки нашей любови не спознала родима, кольки вою сынов не шакала родина. Кольки нашей крови реки сплавили у моря, кольки нашу капоту вобрали разоры. Кольки, ты кольки ж свое кревное тратить, за детей кабат плакать не стає слез у матери. Кольки, ты кольки отмовлять себе у праве, шановать свое место на червоной лаве. Кольки, кольки, кольки. Мне хочется наприкінці, конечно, таким светом скончить одна из улюбленных песен Ригора Бородуліна, по щастю, ви з ним знайомим, «Дробненький дождик». Дробненький дождик ды накрапає, вийди, дівчина, серця чекає. Вийди, дівчина,
серця чекає. Выйди, дзяўчына, не бойся морозу, я ж твоих ножек не заморожу, я ж твоих ножек не заморожу, я ж твоих ножек не заморожу. Я ж твои ножки у шапочку ложу, я ж твои ножки у шапочку ложу. Дробненький дождик ды накрапае, выйди, дзяўчына, сердца чакае. Прекрасно, просто здорово, вельми таленавіта. Я вже другий раз вас чую в Вільні. Пам'ятаєте, у його у залі була вечерина, ви співали з таким. Диск вы мне подарили. Моя племянница 17-годовая просто ошалела от його, слухає. Так що дякую велике. Здорово. Слухайте, а як, Андрій, як з вами зв'язатися? Мобільний номер? А приходьте, запрошаю всіх на співний сход. Я ладжу зараз співний сход, і приходиш всіх, хто завгодно і співають. Навіть зараз домовився каля ратуші 17 годин, я згодний. А який день? В неділю. Неделя 17 годин 8. Будем. Приходьте, там уже нормально людей збирається. Давайте соночек, погнать. Давайте ж воплесками подячим и пожелаем лёд. Андрей передаст. Я передам. Так, зараз это я Полину чекаю, я знаю, гроши. Там сторонка, у нас есть фратерство.